Здравствуйте, в эфире новости и краткий обзор событий. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям – главная тема встречи главы региона. Дезинфекция, маски, перчатки и дистанция. Меры сдерживания распространения коронавируса соблюдают ли их? Сегодня день самого известного контактного единоборства – бокса. Анонсируем бой нашего земляка Рашида Кадзоева. Выпускники школ сдают ЕГЭ основного этапа по иностранным языкам. Всего по республике было организовано 2 пункта. Заявлено 160 человек, 158 на английский и 2 на немецкий. Как правило, иностранные языки сдают в 2 этапа. Сегодня проходил устный экзамен, а письменную часть написали 20 июля. В школе для проведения экзамена подготовили аудитории, которые по своей функциональности делятся на подготовительные и основные. Английский язык, он более такой у нас больше выбирает, так как это и международный язык общения и так далее. Он более популярный у нас. Вот, это из года в год у нас это есть. А что касается, в плане организации, самого экзамена, то, по всем пунктам у нас пока замечаний нету. Это и учитывая, эпидемиологическую ситуацию, то есть место распространения коронавируса и так далее. Все это мы предусмотрели. Социальная дистанция, обязательно при входе идет дезинфекция, перчатки, маски и так далее. Вот. Как непосредственно участников ЕГЭ, так и организаторов. Все это предусмотрено. Актуальные данные по эпидситуации. За сутки в России выявлено 5862 новых случая заболевания COVID-19. За весь период в стране заболели 78 190 человек. 572 053 выздоровели. В Ингушетии за сутки коронавирус подтвердился у 22 человек. За все время пандемии заболели 3481 и выздоровели 2567 человек. В Ингушетии активизируют работу по подготовке граждан по военно-учетным специальностям. Об этом было заявлено в ходе рабочей встречи главы региона Махмуда Али Калиматова с председателем регионального отделения ДСААФ Ростовской области, героем России генерал-майором Александром Красниковым. В обсуждении также принял участие новый председатель Ингушского регионального отделения ДСААФ Беслан Хамхоев. Основными темами беседы стали перспективы военно-патриотического сотрудничества, вопросы технического и финансового обеспечения оборонного общества. Все подробности в материале. Герой России Александр Красников рассказал руководителю субъекта о своем опыте организации работы отделения и задачах, которые стоят перед ДСААФ в регионах. Прежде всего, это подготовка к армейской службе, получение военной учетной специальности. По его словам, на текущий момент самым востребованным направлением остается подготовка водителей транспортных средств различных категорий. По данным военного комиссариата республики, завершившаяся 15 июля призывная кампания выявила невысокие результаты регионального отделения по обучению призывников вождению. Из 30 отправленных на учебу сдали экзамены и получили водительские удостоверения категории С только 5. Всего из 200 призывников водительские удостоверения имеют 35 человек. Я понимаю, что это действительно резерв для республики. Ребята, они здесь останутся с профессией. Конечно. Министерство обороны выделяет для этого средства на обучение. И люди, я вчера в военкомате был, поработал в военкомате, переговорил с военкомом. Поэтому я думаю, что это положительно все будет возвращено. Все хорошее возвращено. И наша задача основная – это военно-патриотическая работа. Конечно. Это боевая готовность наших вооруженных сил. Тем более республика, ребята идут в армию, они должны идти специалистами. Поэтому мы по распоряжению председателя Центрального совета, я сюда прибыл, сказал, говорит, едь, разберись, окажи помощь, окажем помощь. Я думаю, что положение будет исправлено.
По мнению Махмуда Али Калиматова, помимо выполнения государственного заказа на подготовку специалистов для оборонного и народно-хозяйственного комплексов страны, перед новым руководством и РОД-ДОСААФ стоит ряд задач, направленных на повышение значимости организации для населения, ее авторитетности и эффективности работы. Требуется усиление преподавательского состава мастерами военного дела, высококвалифицированными спортивными тренерами, включение в профориентационные процессы, проводимые с выпускниками школ и средних профессиональных учреждений, внедрение формата развития прикладных навыков, применимых как для службы, так и гражданской жизни, проведение оценки имущественного комплекса и перспектив его постепенного обновления. Я надеюсь, Александр Алексеевич, поддержка будет от вас. Что нужно от главы, вот я двумя руками буду поддерживать, потому что для нас важно это рабочие места, это профессиональная подготовка, потому что когда мне показали 100 человек готовили, потом снизили до 50, потом до 30. У нас нельзя так. На Кавказе, тем более, ребята стараются и будут стараться. Думаю, что Беслан Туганович человек заслуженный, боевой. Поэтому для меня очень важно, и я полагаюсь на него тоже, что он поднимет и авторитет этой организации, и значимость ее, и большое участие, чтобы принимал в общественной жизни, у нас спортивной жизни. Я это поддерживать буду всеми своими силами. Мы обсуждали вопрос, который касается подготовки к срочной службе и подготовки поступления в военное училище. Для нас это актуально сегодня. Много молодежи, очень серьезных, подготовленных, надо просто усовершенствовать или в спорте, или в каких-то специальностях, как вот водители, мотористы, автоэлектрооборудование. Они востребованы, они нужны, всегда были и будут. Тем более у нас совершенствуется армия, там и, наверное, надо и компьютерный, и айтишник, хорошего айтишника набрать, класс, чтобы был там компьютерный, обучать их, потому что электронику все переходит, и много в армии востребованность есть, сейчас много чего там полезного. Поэтому я надеюсь, что у нас все получится. Да, получится. Вот. Я говорю, с своей стороны, все, что возможно, мы будем помогать. Отдельно участники встречи обсудили возможность расширения перечня специальностей. Махмуд Али Калиматов добавил, что помимо подготовки водителей для вооруженных сил и других силовых структур республиканскому отделению ДОСААФ России необходимо обратить внимание на возможности, предоставляемые военно-морским флотом России. Зелимхан Калоев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24. Соблюдение мер безопасности в общественном транспорте – противоэпидемическое требование, которое диктует пандемия. Риск заразиться в закрытом пространстве очень высок. Каждый несет ответственность за свое и чужое здоровье. Как осознают это перевозчики и их клиенты, проверили представители надзорных органов в ходе рейда. Продолжение темы в сюжете. Маски, перчатки и антисептики должны быть у всех пассажиров, объявляет Магомед Чеджоев. Водитель маршрутного такси республиканского автовокзала также предупреждает находящихся в салоне о том, что без средств индивидуальной защиты никого не повезет. Как выяснилось, это не прихоть самого шофера, а строгие меры против распространения новой коронавирусной инфекции, обязательные для всех. Сам Магомед уже около 30 лет за баранкой транспортных средств. Он убежден в том, что водитель в первую очередь должен подумать о безопасности своих пассажиров, за которых несет личную ответственность. Для дезинфекции маски антисептик обработать. Вечерний смена заступать, полностью обработать эти пошагаться хлорно известили, антисептик. Соблюдать, важно молодого соблюдать. Дадян даться лазер это послабление или лазер дудуш душа, что лорлу душ, что да, пассажир лорлу душ. На протяжении всего рейдового мероприятия и объектив нашей камеры, и сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали несколько нарушений пассажирами масочного режима. Но после соответствующих замечаний они тут же поспешили исправить свою оплошность. На случай, если у пассажира не окажется с собой этих самых средств индивидуальной защиты, у водителей припасены несколько комплектов. У вас в машине имеются средства индивидуальной защиты, антисептики? Есть. Специально могу показать. Покажите, пожалуйста. Вот антисептик. Мы используем
Пассажиры в масках предупреждены. Постоянно делаем дезинфекцию после рейса. Духота в салоне автобуса иногда невыносима, особенно когда на улице установилась отметка в плюс 40 градусов, рассказывает Заурбек Нальгиев. Частый пассажир иногородних рейсов, он согласен, что безопасность превыше всего, поэтому к требованиям безопасности в условиях коронавирусной пандемии относится с пониманием. Это же меры, их надо соблюдать. На какое-то время создается эта мера, поэтому не постоянно. Поэтому приходится терпеть как-то. Приходится смириться с этим. Другого выхода нет, надо свою семью обеспечить безопасностью. Как выяснилось, водительский состав автовокзала предупрежден и вооружен. Нам стало интересно узнать, каково положение дел у персонала в здании автовокзала. Например, сотрудники кассы первыми встречают и общаются с пассажирами, и поэтому так важно соблюдение ими элементарных мер против коронавирусной инфекции. Средства гигиены, антисептик, элементарные средства защиты от коронавируса, маски, 1,5 метра, социальные. Обязательно. Еще продолжается. В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции по всему миру, особенно актуально соблюдение этих самых простых рекомендаций для защиты себя и своих близких. Именно поэтому 25 мая текущего года Министерством транспорта страны совместно с руководством Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека был утвержден план мероприятий. Данную работу мы сегодня проводим тут. Из проверенных автотранспортных средствах таких существенных нарушений данных требований нами не выявлено. Каждый период улучшается обстановка, водители и пассажиры с пониманием относятся к тем требованиям, которые предъявляются в связи с коронавирусной инфекцией. Мы проверяем общественный транспорт на соблюдение требований по профилактике коронавирусной инфекции самими водителями маршрутного транспорта и пассажирами. Смотрим наличие элементарных средств защиты. Это маски, при необходимости перчатки, антисептики и рассадка в салоне транспорта пассажиров. Распространяющаяся коронавирусная инфекция стала причиной неразберихи в расписании иногородних маршрутов. В этом нас просили разобраться в своих многочисленных просьбах и жалобах местные жители. По словам Джамалила Костоева, эти неудобства были временными, и стабильный график междугородних перевозок сейчас доступен на официальном сайте перевозчика. В период самоизоляции у нас графики были смещены, то есть некоторые мероприятия были вообще пока временно приостановлены, потому что были соответствующие рекомендации и требования по указам. То есть действие некоторых маршрутов было приостановлено. А так, в принципе, все междугородние сообщения, так называемые межрегиональные, с другими субъектами у нас отправляются в соответствии с графиком утвержденным, который размещен на сайте самого перевозчика и на сайте официального объекта транспортной инфраструктуры данного автовокзала. Если будут конкретно какие-то направления, по которым не соблюдается график, я хотел бы отметить, что есть возможность обратиться в нашу структуру и обратиться к самому перевозчику, чтобы данную ситуацию исправить. Радует и то, что во время рейда не было зафиксировано ни одного грубого нарушения правил поведения, как со стороны водительского состава, так и персонала автовокзала, так и пассажирами. Как выяснилось, в период карантина такие мероприятия станут еженедельной традицией, а нарушители будут привлекаться к административной ответственности. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Магомед Шаухалов, Новости 24. Жители улицы Гагиева в Барсуках ждут перемен, точнее они уже настали. Сейчас там идут работы по прокладке нового водопровода. Работы проводят в рамках реализации программы устойчивого развития сельских территорий по линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии. Дальше обещают реновацию дорожной сети. Михаил Тангиев расскажет. Метр за метром экскаватор роет траншею для прокладки нового водопровода по улице Гагиева в сельском поселении Барсуки. Старая линия со временем пришла в негодность, поэтому частые порывы и отключения стали частым явлением для местных жителей. Ну а с наступлением жарких деньков проблема только усугубилась. Временные неудобства во время работ не помеха, уверяют жители. Куда важнее конечный результат. В 1957 году я не соус. Это докмертик дарыч. Ирини, Сейрини. Ваквар хакит сумсхи да чудотыш.
Юдыш. Халм дехат, дал сардо, де дегдихат, что я бог лельбет, что. И раздолж мяш, вот захал двей. Протяженность улицы Гагиева 500 метров. Именно на такое расстояние и протянут новый водопровод. О его качестве переживать не придется. 110 мм в диаметре и пропускная способность в 11 атмосфер обеспечит жителей нужным количеством воды. Живу я на этой улице 25 лет. За это время меняли один раз эту воду. Хотелось бы поблагодарить тех работников, которые сегодня эту воду меняют, так как каждый раз, когда меняли эту воду, создавались проблемы. Помимо укладки трубы, здесь также будут ставить колодцы, устанавливать гидранты и новые задвижки. Работы по укладке водопровода ведутся согласно программе устойчивого развития сельских поселений по линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии. Труба чистая, она санитарная, чистая труба, специальный сплав, это специальный сплав для воды, для питьевой воды. После того, как эту трубу мы положим, скорее всего, да, по этой улице пройдет, асфальтированная будет эта улица. А труба это гарантия 50-60 лет. После того, как мы асфальтируем эту улицу, и местное население сами выйдут, придворье свои почистят, приведут в порядок, деревья посадят. Будет красиво, чисто, аккуратно. Нет, вам не послышалось. После прокладки водопровода местные власти обещают заасфальтировать дорогу и привести улицу в порядок. Ну а перед этим еще нужно закрыть вопрос водной артерии. К слову, это планируют сделать уже в текущий четверг. Михаил Тангиев, Мербек Мержоев, Новости 24. Сегодня Международный день бокса. Отмечают его с 2008 года. Ингушетия известна успешными боксерами, которые прославили родную республику на международной арене. Мы болеем и поддерживаем наших богатырей. В июле ожидается бой Рашида Кадзоева за звание чемпиона России среди профессионалов в тяжелом весе. Ранее его переносили. Когда мы сможем увидеть зрелищное противостояние и как готовится спортсмен, узнаем в репортаже Залимхана Калоева. В его ежедневном распорядке нет времени для отдыха. Он боксирует, бегает, тренируется в спаррингах и настроен только на победу. Выйти на ринг, чтобы оспорить звание чемпиона России среди профессионалов в тяжелом весе, он должен был еще 25 июня. Однако соперник ингушского боксера не успел восстановиться к дате анонсированного боя. Я очень хорошо подготовился к этому бою. И когда оставался буквально неделю до боя, нам позвонил его менеджер и сказал, что Денис пока еще не готов, давайте перенесем бой на 10 июля. И мы согласились, продолжали свою подготовку. Потом опять он позвонил, менеджер его, и сказал, что Денис пока не хочет боксировать вообще, не готов боксировать. Соперники ингушского боксера еще до начала боя отказываются один за другим. Таким образом, Рашид Кадзоев сменил 6 оппонентов. За его плечами 7 побед, 4 из которых ему удалось завершить нокаутом и никаких поражений. Рашид занимается боксом с юности. Парень загорелся желанием покорить ринг профессионалов еще в 2007 году. И с того времени упорными тренировками шаг за шагом идет к своей цели. Спортсмен не раз выступал на известных турнирах по боксу, в том числе и международных. К предстоящему поединку боксер готовится с полной отдачей. Подготовка идет очень хорошо. Первый этап сбор прошел у нас дома, физподготовка, ровно 3 недели. И второй этап здесь, в Москве, второй сбор. Но здесь больше спарринги, кардио, мешки. Вот так вот работаем, готовимся. Найти подходящего соперника оказалось труднее, чем думали. Усложняет поиски то, что из-за пандемии границы закрыты. На данный момент есть у нас несколько боксеров, которые должны согласиться. Сейчас мы немножко в ожидании, потому что многие боксеры сейчас, спортсмены, которые только вышли с карантина и только приступили к своим тренировкам, они еще не готовы, только ведут подготовительную работу. Поэтому у нас сейчас наш поединок откладывается. Но мы надеемся, что все у нас получится. И в ближайшие дни вы все узнаете, кто будет соперником, подпишем контракт. С ингушским «Тигром» повезло подписать контракты одной популярной промоутерской компании в Соединенных Штатах Америки. Правда, пока все затрудняет пандемия.
Мы возлагаем на Рашида Кадзоева большие надежды и верим, что он станет чемпионом мира. Мы подали документы на визу, чтобы он мог прилететь в США. В своем втором бою он будет сражаться за региональный титул чемпиона WBC. К сожалению, мы столкнулись с трудностями на фоне пандемии, и процесс получения визы пока стоит на паузе. Сейчас мы стараемся сделать так, чтобы Рашид не простаивал. До того, как он получит визу, сможет проводить тренировочные кемпы и двигаться к титулу чемпиона мира. Мы очень рады, что он с нами. Вы можете им гордиться, потому что, на наш взгляд, он очень хорош и талантлив. Мы сделаем все, чтобы дать ему возможность доказать это, и чтобы жители Ингушетии могли гордиться им. Надеюсь, что смогу в скором времени к вам приехать, и мы вернемся с Рашидом в качестве чемпиона мира. А пока Рашид Кадзоев продолжает усиленные тренировки и ждет своего часа. Возможно, очень скоро мы услышим это имя на всероссийской и мировой арене еще не раз. Зелимхан Калоев, Новости 24. Это была вся информация к этому часу. До встречи.